И так буквально в каждом доме. Кто-то на работе, кто в отъезде. Другие, видя в глазок представителя газовой службы, двери открывать и вовсе не торопятся. Хотя бы соседи оставлять ключи, когда их нету дома. Пустых квартир очень много, хозяев нету. А утечки газа, если что, проблемы возникают, то приходится вызывать участкового, скрывать двери. До кого-то все же удается достучаться, но хозяин к рейдовому мероприятию относится с недоверием, согласившись пустить лишь газовика. По большому счету инспекторам только это и требуется. Закрытые двери – картина, которая чаще всего встречает специалистов. По этому поводу не раз проводили беседы и круглые столы с местными жителями. Однако ситуация не меняется. Учитывая, что газовое оборудование нужно проверять не реже, чем раз в месяц, это повышает риски отравления и возгорания. На очереди местные кафе и магазины. Обойдя зал, инспекторы сразу направляются в кухню. Газовое оборудование здесь установлено в правильном месте. Помещение просторное и хорошо проветривается. Есть утечки какие-то? Нету. Он покажет. А по виду газового оборудования правильно установлены шланги? Все правильно, все законно. Металлические трубы, все как положено. А есть какие-нибудь специальные краники, которые нужно ставить именно на газ? Нету. Это есть газовые краники, это бронированные шланги, все законно есть. Случаи отравления или возгорания чаще всего фиксируют в зимнее время. Лидия Альмурзиева с инспекторами согласна по всем пунктам. Безопасность сотрудников и посетителей на первом месте. Это подтверждают и инспекторы. Все было отлично. Бронированные шланги, краники нормальные. Все нормально, на котле, на примитейках было нормально все. А скажите, вы Что сами ж, я обращаетесь в газовые службы, сделали все по законодательству, как надо? Ну, естественно, когда вводится в эксплуатацию такое заведение, мы должны делать технический паспорт газового оборудования. И он таковой у нас есть. Мы вызываем. Если какая-то у нас утечка, мы вызываем 104. А так они сами приезжают, регулярно проводят, делают проверки у нас. Инспекторы в который раз призывают к ответственности и не препятствовать проверкам. Рейдовые мероприятия проводят с целью предотвращения несчастных случаев. Самое распространенное препятствие, когда вот люди не открывают, достучаться никак не получается, люди не идут на контакт. Это на данный момент по городу самая большая проблема. Также нами проводятся сходы граждан. В дальнейшем планируется тоже проводить, чтобы довести до людей, что в таких случаях лучше идти на контакт, открывать дверь, слушать, что им говорят. По итогу сегодняшнего рейда были ли какие-нибудь нарушения? Выявили вы? По итогу сегодняшнего рейда нарушений выявлено не было. Отсутствие нарушений сегодня не может не радовать. Рейды продолжатся не только в столице, но и в каждом городе и районе. Инспекторы не устают повторять: соблюдение элементарных правил эксплуатации газового оборудования сохранит не только имущество, но и жизнь. Идрис Ижиев, Магомед Дидигов, Новости 24.